Потому что, еще раз повторяю, меня один, вас 45. Поэтому не отстаем от группы, потому что тут привлекательно. Когда мы идем, мало привлекательно, а когда обратно вернемся, больше привлекательно станет, потому что открываются в это время магазины частично. И они такие разноцветные, колоритные, привлекают людей. Но поэтому что будем делать? Не останавливаемся, не задерживаемся, в театр вернемся, оттуда в автобус будем идти. Сейчас про особняки, канаки и про турецкие, скажем, тюркские образы жизни, кое-что скажу, выразить буду. Раньше нету социального республика такого понятия, что есть свой сил, свое здоровье, свой капитал, свой денег, правильно? И у меня есть, это хорошо. Нет, тогда получается плохо, надо работать. И тогда у османов ребенки, скажем, дети, когда выросли, сын, дочка, неважно, вышли замуж, женились, отец не дал пропуск сразу им уйти из дома. У них большие такие особняки были. На первом этаже кухня, харемлик и селямлык, женское население, мужского, значит, поля. Отдельно они проводили у себя дома время. Почему? Потому что дома не только я и моя сестра, моя мама в то же время, жена моя, она чужая, но моя жена. Так что муж моего сестра. А почему так сделали? Чтобы, пока мы работали, у нас пока дети родились, потомство, и они чуть-чуть выросли, накопили себе сил, и мы в это время накопили капитал, и на себе уже хватаем, просили пропуск у отца. Отец, дай этого куска нам, мы там и построим своего особняка, и наши дети, внуки, и вырастут дальше. Так что такая система была, значит, сама помощь, не ждать из кого-то какого-то помощи. И поэтому такие особняки построили. И получается, на третьем этаже у них комнаты были большие. Для каждого семья, получается, на два разделения были. Детей, дети и родители отдельно. Одна комната, представьте, это как однокомнатная квартира у вас, спальня и зал. Так что для детей и для родителей такие большие комнаты были несколько. И под одном крышей вместе несколько семей прожили. Так что канаки 19-го, конца 20 века